О самых заметных событиях вторника, 21 марта, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте, коротко о теме. Квадроциклы с прицепом, техника якутских производителей помогает бойцам на территории специальной военной операции. Для развития массового спорта среди детей и юношей во всех школах со следующего года появятся спортивные клубы. Сейчас формируется всероссийский реестр. Как развивают данное направление в Якутии. Отапливать помещение с помощью льда. Такое возможно. Якутские ученые изобрели способ, при котором можно поддерживать нулевую температуру в помещении при помощи замороженной воды. Международная арктическая школа в течение 3 лет работает над развитием системы образования арктических территорий. Сегодня для учителей и школьников провели экскурсию. Вот это да! Наш телеканал «Якутия-24» объявил новый вокальный конкурс. С участниками в Нерюнгри встретился наш корреспондент. Глава Якутии поручил ускорить капитальный ремонт объектов здравоохранения Нерюнгринского района. Текущие задачи по капитальному ремонту и реконструкции больниц рассмотрены на встрече Айсена Николаева с главой района Романом Щегельником и заместителем главного врача Нерюнгринской центральной больницы Ольгой Горюновой. Замглавврача представила план-схему временного размещения объектов здравоохранения на время проведения строительных работ. Айсен Николаев поставил задачу ускорить работы и дал поручение правительству в рамках реализации плана развития Нерюнгри решить вопрос об опережающем выделении средств на ремонт больниц. 23-24 год – это исторические события, происходят в нашем районе в сфере здравоохранения. Благодаря главе республики Айсену Сергеевичу у нас проводятся капитальные ремонты 11 объектов здравоохранения и реконструкции проводятся 3 объектов здравоохранения. При взаимодействии с районной, в том числе администрацией, планируются переезды для оказания медицинской помощи в другие учреждения района. То есть у нас медицинская помощь ни в коем случае она не прекращается, будет исполнение в полном объеме, проводиться будет профосмотр и диспансеризация и направление на стационарную помощь. Техника якутских производителей помогает бойцам на территории специальной военной операции. Недавно глава Якутии сообщил, что побывал в зоне спецоперации, чтобы лично передать отряду «Барс-2» помощь от родной республики. Он доставил 4 квадроцикла «Сокол» с прицепами, моделизированные специально по просьбам бойцов. Эту технику производит по франшизе якутская компания ЕКТ «Сокол», которая занимается производством легкой грузовой техники с 2017 года. Машина имеет посадку водителя мотоциклетного типа, поэтому ее часто называют квадроциклом. С момента открытия цеха в Якутске произведено около 500 автомобилей. Наша техника работает в обеспечении наших солдат, прежде всего провизией, водой и так далее. Показывает себя хорошо. Есть, конечно, как скажем, не нарекания, а именно просят дополнить машину дополнительной какой-то защитой. Вот. Мы это все учли и будем внедрять. Если будут заказы, то мы будем, как говорится, внедрять их именно для этих нужд. Стараемся сделать так, чтобы облегчить их службу. А годовщину 80 лет освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков отметили в Якутске круглым столом. Обсудили современный взгляд на патриотизм. Собрались представители патриотических клубов, кадеты, бойцы специальной военной операции. В рамках мероприятия провели конкурс рисунков среди школьников. Их работы представили на выставке «Героями не рождаются, героями становятся». Также депутат Госсобрания Ил-Тумен Сахамин Афанасьев торжественно вручил якутские ножи и боевые награды участникам спецоперации. Жильцов многоквартирного дома в центре Якутска затопило талыми водами. Почему снег до сих пор не очищен и кто в этом виноват, разбиралась Мария Кардашевская.
Уже не первый год жильцы дома по улице Ярославского, 30/2 страдают от протекающей крыши. В этом году пострадало более 20 квартир, и это с верхнего этажа и где-то аж по первый. А ведь в доме 4 года назад был сделан капитальный ремонт. Утром 13 марта жильцы квартиры на 3-м этаже заметили, что их кухню топит с потолка. Поднявшись к соседям на верхний этаж, глава семьи обнаружил, что вода в их квартиру течет ручьем с крыши. Выяснилось, что это течет тающий снег с крыши. У него там в той комнате прям вообще сильно лилось. У нас, получается, протекало по стене, текло, затекало под ламинат. Вот, как видите, все испортилось. И в той комнате там еще обои все. Более того, в некоторых комнатах после аварии пропало электричество. Приходивший электрик сказал, что необходимо ждать полного высыхания и только потом вскрывать стены, чтобы выяснить, где произошло замыкание. А ведь это создает серьезную угрозу безопасности жильцов. Как бы у нас приезжал ЖК, пошел, включил автомат, думал, может, что-то высохло, ну и как бы до сих пор и нет. Всему виной управляющая компания, которая вовремя не очистила крышу от снега, считают жильцы дома. Но ЖКХ Губинский, который обслуживает дом, считает иначе. Управляющая компания сказала, что снег с крыши скидывать не может, так как 4 года назад здесь был в доме капремонт, в том числе ремонтировали крышу. И, мол, там какая-то мягкая крыша, нельзя с нее скидывать. Что сначала ссылались на ФКР на УК, потом они тут встретились. Да, типа, повреждения есть, но сейчас они думают, кто из них виноват. Мы сейчас письмо пишем в прокуратуру города Якутска о том, что они отказываются исполнять гарантийные обязательства, потому что в 2019 году только работы проводились там. Мы сейчас пишем на имя министра Емельянова Вячеслава Павловича о том, чтобы он воздействовал на подведомственные предприятия по фонду капитального ремонта, имею в виду, да? В управление Госстражнадзора сейчас тоже также параллельно пишем письмо о том, чтобы они в отношении них проверку провели. По заявлению жильцов на место выехал инспектор управления государственного, строительного и жилищного надзора республики. И предварительные результаты не заставили себя ждать. Мы пока что дали предписание управляющей компании ликвидировать протечку кровли. И дальше будем разбираться. Но тут, скорее всего, разборки между управляющей компанией и фондом капитального ремонта будут проводиться на уровне судебных рассмотрений, а не нашего уровня. Пошла уже 2-я неделя, но снег так и не очищен. А ведь ближе к выходным ожидается потепление. Что ждет жильцов многострадального дома? Редакция нашего канала будет следить за ситуацией. Мария Кардашевская, Джулстан Иннокентьев, Якутск. И еще о теме уборки снега. Для компании «Газпром» «Трансгаз» Томск стало доброй традицией помогать Ленскому реабилитационному центру. Сегодня работники коллектива очистили снег на территории учреждения. Техника предприятия несколько часов грузила горы утрамбованного снега в кузов КАМАЗа, а сотрудники, вооружившись лопатами, помогали убрать оставшийся снег. За 2 часа убрана вся территория центра, вывезли более 20 машин. Остались довольны как сотрудники компании, так и работники реабилитационного центра. Ежегодно «Газпром» «Трансгаз» Томск помогает нам в уборке снега, за что мы им очень благодарны. Они вообще наши самые первые помощники. В любую минуту мы к ним обращаемся, и они нам всегда помогают, никогда не отказали. Специалисты представят последние данные о глобальном потеплении и таянии вечной мерзлоты на научно-практической конференции. Она стартует завтра в столице региона. Примут участие порядка 500 ученых и экспертов из России, Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Индии, Бразилии и Японии. Согласно отчету Арктического совета с 1971 по 2019 годы, среднегодовая температура воздуха в Арктике повысилась на 3 градуса. При этом темпы роста были в 3 раза выше среднемировых. Общее годовое количество осадков увеличилось более чем на 9%. При этом с 1970-х годов температура верхнего слоя вечной мерзлоты выросла на 2-3 градуса. Для развития массового спорта среди детей и юношей во всех школах со следующего года появятся спортивные клубы. Сейчас формируется всероссийский реестр школьных спортклубов, куда уже включили почти 34 тысячи организаций. Подробнее о том, как развивается данное направление в Якутии, расскажет Светлана Амос. 3 раза в неделю по 1,5 часа занимаются юные самбисты в спортивном клубе. Лена Шамарина ходит на самбо с 5 лет и уже имеет немалые успехи на республиканском и всероссийском уровнях. Мне очень нравится заниматься.
ездить на соревнования выездные. Тамоти первое место заняла по самбо, по республике. Вот в Алдан ездила недавно, вчера приехала ночью. Тоже первое место заняла. Ездила в Хабаровск, второе место заняла. В Южный Сахалин тоже второе место заняла. Дети, занимаясь разными видами спорта, укрепляют не только здоровье, но и развивают в себе волевые качества, закаляют характер, становятся решительными и целеустремленными. На сегодняшний день в Якутии работает почти 400 спортивных клубов разного направления, в том числе и 7 специализированных школ по самбо. Но сегодня, конечно, актуально. Защитить себя, да, где-то правильно сгруппироваться, где-то там при падении, да. То есть задача такая — укрепление его физической подготовки. Для развития массового спорта среди детей к 2024 году во всех школах России откроют спортивные клубы. В настоящее время Министерство просвещения страны формирует единый всероссийский перечень. Туда из Якутии вошли 68 спортклубов. Хорошо то, что вот среди этих школьных клубов еженедельно проводятся соревнования. То есть ребенок уже развивается, он видит, как он, результаты у него улучшаются, да, и, конечно, вот самое главное — это вот охват наибольшего количества детей, вот именно занятием физкультурой и спортом. Также у школьных спортивных клубов появится возможность получать субсидии, гранты на поддержку и помощь в наградной атрибутике. Сейчас Министерство спорта и Министерство образования республики ведут целенаправленную работу. В целом это как дополнение к занятию физической культурой и спортом, тем секциям, которые есть сейчас, спортивные секции. Это будет еще дальнейшее большим, как говорится, подспорьем для развития вообще спорта, детской и школы спорта. К следующему году работу по созданию отдельных клубов планируется завершить. И уже в каждой школе появится своя спортивная организация, благодаря которой будет организовано систематическое вовлечение детей в спорт. Светлана Амосова, Екатерина Амосова, Челусин Иннокентьев, Якутск. Госавтоинспекция выявляет водителей, нарушающих правила дорожного движения в части установки на стекла авто слишком темной тонировочной пленки. Светопропускная способность стекол за цветной пленкой измеряется при помощи специальных приборов. Водителю выписывают штраф и предписание на устранение. В случае отказа водителя на него может быть заведено административное дело за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции. За минувшие выходные в Якутске сотрудники ГИБДД выявили около сотни нарушителей с тонировочной пленкой. На тех водителей, которые отказываются выполнять законные требования сотрудника полиции об устранении данного нарушения, выписывается в первый раз на водителя штраф в размере 500 рублей. И также выписывается дополнительное требование на устранение данного правонарушения, на который дается определенный срок, то есть в течение 10 суток водитель обязан устранить данное нарушение. Отапливать помещение с помощью льда. Такое возможно. Якутские ученые изобрели способ, при котором можно поддерживать нулевую температуру в помещении при помощи замороженной воды. Подробнее о разработке и ее преимуществах расскажет Валерия Наумова. Сотрудники Института мерзлотоведения разработали и запатентовали устройство для стабилизации температуры в закрытых помещениях. В основе устройства лежит достаточно простой для понимания принцип. В летнее время лед в аккумуляторах тает за счет тепла солнечной энергии. В холодное время года, выделяемое при замерзании воды тепло, обогревает помещение до около нулевых отрицательных температур. Специалисты возвели опытное помещение из специально подобранных материалов, представляющие собой стояночный гараж площадью 108 квадратных метров. Для поддержания нужной температуры понадобилось 55 кубометров воды. Это обычный металлокаркас, который обшит снаружи профлистом, а внутри, получается, стены состоят из обычного пенопласта, но большой толщины. 35 сантиметров здесь использовано. Вот мы посчитали наилучшее соотношение толщины и стоимости. То есть можно, конечно, сделать еще больше, но тогда стоимость возрастет. Отмечается, что установку можно использовать для поддержания температуры в ледовых катках, стояночных гаражах, ангарах, прогулочных и спортивных помещениях, при детских учреждениях, круглогодичных и сезонных хранилищах некоторых видов овощей, хранилище ряда веществ и материалов. Переговоры сейчас идут с Минтрансом, где мы обсуждаем возможность применения данной технологии
между населенными пунктами, у которых большая протяженность, чтобы у попутчиков была возможность, допустим, остановиться на ночлег или еще где-то, или на ремонт в крайнем случае, и провести время определенное, допустим, не при этом навредить сильно автотранспорту и, соответственно, сохранить его в рабочем состоянии. Ученые с данной разработкой примут участие в научно-практической конференции по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, которая пройдет в Якутске уже в эти дни. У нас будет круглый стол, где мы будем обсуждать как и с зарубежными, так и нашими коллегами из разных городов способы использования криогенных ресурсов. То есть у нас наша республика богата не только природными ресурсами, но и также криогенными. Одна из технологий – это использование фазовых переходов воды для отопления помещений. Всего в конференции примут участие российские и зарубежные ученые, экономисты, инженеры, строители, представители органов государственной власти, в том числе федеральные министры и главы арктических субъектов Российской Федерации. Ожидается, что конференцию посетят более 200 экспертов из России, Китая, Индии, Казахстана и других стран. Валерия Наумова, Павел Пахомов, Якутск. Старые приговоры, регламенты и секретные директивы. Впервые за всю историю в Верховном суде республики открыли музей. 14 марта следующего года Верховный суд отметит столетие со дня образования судебной системы. В преддверии юбилейного года торжественно открыли музей. Поиск материалов и обустройство помещения длилось 3 года. В музее представлены архивные документы, которые ранее не были публично показаны. Также активно привлекли районные суды. Они передали старинные экспонаты, печатные машинки, исторические дела. Также отметим, что, открывая музей, отдельный стенд посвятили выдающемуся юристу, самому опытному судье республики Анатолию Владимировичу Андрианову. Он внес особый вклад в развитие судебной системы. Надо сказать, что для Верховного суда и всей судебной системы республики, конечно же, это очень значимое событие, поскольку до настоящего времени как таковой истории и музея Верховный суд нашей республики, к сожалению, не имел. Я думаю, что мероприятие прошло достаточно на высоком уровне, и оно по достоинству оценено судьями и нашими коллегами, которые служат в аппарате Верховного суда республики. Международная арктическая школа в течение 3 лет работает над развитием системы образования северных и арктических территорий. Образовательное учреждение объединило в себе лучшие международные практики. Для полного ознакомления работы сотрудники и школьники провели экскурсию. Ее посетила и наш корреспондент Галина Чекурова. В Международной арктической школе на конкурсной основе поступают дети со всей республики. Для арктических районов проводится отдельный набор. Школа полного дня организована так, чтобы школьники могли жить в интернате с бесплатным 5-разовым питанием, учиться, посещать развивающие занятия и заниматься спортом. Сахая Миронова поступила в Международную арктическую школу в 8 классе. По ее словам, перед переездом она испытывала страх, так как не была готова к смене обстановки. Я сначала была такой закрытой, то есть я боялась, что тут могут меня не принять, что тут столько детей, которые в городе учатся или которые уже 2-й год учатся в МАШ. И я начала потихоньку адаптироваться, записываться на кружки различные. То есть и мне стало получаться, то есть вот этот адаптационный год, который у меня сейчас идет, он уже хорошо проходит, то есть уже полгода я тут учусь, у меня все хорошо. Международная арктическая школа – нетиповое образовательное учреждение, которое объединяет международные и российские образовательные программы, ведет обучение на русском и английском языках. Языковая среда дает возможность школьникам изучать углубленно русский, английский, а также якутский язык и языки коренных народов Севера. Дополнительные европейские и восточные языки. Отметим, что руководство школы активно взаимодействует со школьниками и создает новую программу на основе пожеланий учащихся. Дети, которые в этом году выпускники приезжали, мы когда их спрашивали, что вы предлагаете изменить в образовательной программе школы, они тоже сказали, восточное направление, китайский язык обязательно, другие языки сохраняйте, продолжайте. Вообще гуманитарная составляющая, связанная с развитием коммуникации, умением общаться, умением самостоятельно принимать решения, определять свою область интересов. Да? Вот это все нашими выпускниками поддерживается.
За период работы образовательного учреждения увеличилась география учащихся Международной арктической школы. Так, если в 2020 году в учреждение поступили дети из 5 арктических районов республики, то сейчас в нем учатся школьники со всех районов Якутии и других регионов страны. Галина Чекурова, Павел Пахомов, Якутск. Их называют детьми солнца. Так говорят, потому что у людей с синдромом Дауна чуткая душа и доброе сердце. Для поддержки каждого солнечного ребенка сегодня отмечается Международный день людей с синдромом Дауна. В республике более 100 семей воспитывают детей с таким диагнозом. Сегодня в торговом комплексе «Азия» Союз родителей вместе с благотворительным фондом «Харысхал» провели акцию «Желтые шарики». Это ежегодное мероприятие, где дети показывают свои таланты, общаются и дарят желтые шарики. Мы раздаем шарики, помогаем людям, например, в этот день. Да, сами вот обнимаемся, встречаемся, общаемся. Вот такой день. В рутине ежедневных бытовых событий мы редко встречаемся. Поэтому этот день именно мы стараемся посвятить нашим детям. Также сегодня телебашня в Якутске поддерживает акцию «Солнечный день». Так, с 20:00 до 21 часа филиал РТРС включил желтую подсветку на телевизионной башне. Акция призвана поддержать семьи, воспитывающие детей с солнечным диагнозом. Вот это да! Наш телеканал «Якутия-24» объявил новый вокальный конкурс. Отборочные туры идут в нескольких городах республики. С участниками в Нерюнгри встретился наш корреспондент Иван Лазаренко. Вокальный конкурс «Вот это да» взял свой старт именно в столице Южной Якутии. Здесь пройдут прослушивания участники из Нерюнгри и Алдана. Далее съемочная группа отправится в Алекминск, Ленск и Мирный. Начинаем мы этот конкурс именно с Нерюнгри, потому что здесь очень много людей, которые любят петь, умеют петь. И мы просто вот сейчас, когда прошли у нас трактовые репетиции, и посмотрели мы, как люди репетируют, как они распеваются, просто очарованные шикарными голосами, вокальными данными, артистизмом тех исполнителей, которые принимают участие в данном конкурсе. Среди участников, как и артисты с многолетним творческим стажем, так и любители, делающие первые шаги в своей профессиональной сольной карьере. Главное, что всех объединяет, это желание поделиться своим талантом. Это мой первый проект телевизионный. Я никогда не участвовал, думаю, все получится. В проекте «Вот это да» я участвую, чтобы получить новые, незабываемые и интересные эмоции, а также положительный опыт. Сегодня я принимаю участие в этом конкурсе, потому что мне очень хочется донести песни, которые мы пели раньше. Они настолько душевные. Эти песни о любви к матери, о любви к родине. Участвую в этом проекте для того, чтобы порадовать зрителя хорошей песней и подарить вам весеннее настроение. Мои родители с огромным пониманием отнеслись к тому, что я хочу подать заявку на этот конкурс, и сегодня всецело меня поддерживают. И мне очень хочется, чтобы мое творчество полюбила вся республика. По результатам отборочных туров жюри определит финалистов конкурса, которые встретятся в городе Якутске. Также зрители телеканала «Якутия-24» смогут поддержать понравившихся участников с помощью СМС-голосования и дать им шанс также выйти в финал. Иван Лазаренко, Захар Головин, Вадим Барашков, Нерюнгри. И о спорте. Вкус победы, как известно, не забывается. Сборная Якутии вернулась из Кузбасса, где принимала участие во вторых международных зимних спортивных играх «Дети Азии». Воспитанники Алданской школы Олимпийского резерва по лыжным гонкам завоевали 9 медалей. Но расслабляться спортсменам некогда. Впереди соревнования по биатлону на Кубок Анны Багалий. Как идет подготовка, узнала Татьяна Бахнина. Это видеокадры соревнований по лыжным гонкам, прошедших в рамках вторых международных спортивных игр «Дети Азии» в Кузбассе. В состав сборной Якутии вошли воспитанники Алданской детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва по лыжным гонкам. Честь республики в Новокузнецке защищали спринтеры, горнолыжники и сноубордисты. Волнение, конечно же, было еще даже перед гонками, за месяц, за два. Очень переживали. Ощущение от гонок очень хорошее, было очень тяжело, особенно на спринтах. Лыжи не держали, лед. Это, конечно, большой опыт. Это
не как обычно, мы приезжаем там на сборе, снимаем квартиру, а там прям нам и автобус организовывали, и здания, помещения там в новых, красивых. Питание тоже было вкусное, я оценил. Вторые международные спортивные игры «Дети Азии» проходили с 23 февраля по 4 марта. Подготовка к одному из важнейших событий сезона началась, как всегда, заблаговременно. И на соревнованиях юноши и девушки вновь подтвердили – Якутия – спортивная республика. В этих непростых соревнованиях нам удалось заработать 8 медалей, из которых одна на счету сноуборда, остальное нам все в копилку принесли наши лыжники. Наши и детско-юношеская спортивная школа город Алдан. В целом мы очень позитивно оцениваем этот результат, потому что медальные ожидания оправдались, я бы даже сказал, с лихвой. Безусловно, вкус победы не забывается. Между тем, календарь соревнований текущего сезона весьма плотный, и очередной старт становится базой будущих достижений. Впереди у ребят участие во всероссийских соревнованиях по биатлону на Кубок Анны Багалей. Масштабность этих соревнований обуславливается тем, что, несмотря на, казалось бы, то, что соревнования детские, формат их подготовки полностью взрослый. То есть это своего рода как Кубок мира. Это будет именно мощным импульсом для тренировок первоначального звена. То есть тех детей, из которых потом будут селекционироваться спортсмены. В Алданском районе лыжный спорт остается наиболее массовым. Из года в год растет популярность биатлона. Увеличивается количество поклонников горнолыжных гонок и сноуборда. У спортсменов огромное количество завоеваний на республиканском, межрегиональном, всероссийском и международном уровнях. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и до свидания.